Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. О якутском кино в последнее время говорят все чаще и чаще, пытаясь выяснить, в чем же его феномен. В Москве сейчас проходит фестиваль якутского кино, отзывы о картинах исключительно восторженные. Так в чем же секрет? Попробуем выяснить сегодня у режиссера фильма «Пугало» Дмитрия Давыдова. Дмитрий, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Накануне в городе Якутске прошел закрытый показ фильма. Честно, я до сих пор под очень сильным впечатлением. Расскажите, пожалуйста, есть ли в основе реальная история или есть ли реальный прототип героини этого фильма? Нет, это реальной основы этого фильма нет, а прототипа тоже нет. Это произведение, которое было придумано нами, это вымысел. Ничего реального не происходило. Но, тем не менее, история рассказана очень достоверно, как будто это все происходило на самом деле. Давайте поговорим об актрисе, которая сыграла главную роль. Это Валентина Романова, Ческырай. Буквально завалили ее хвалебными комментариями. Даже Ксения Собчак на своей странице в Инстаграм была поражена, как вжилась прям в роль. Расскажите, пожалуйста, как проходил кастинг на главную роль и сложно ли было все-таки найти актрису, которая исполнила главную роль? Кастинга не было, потому что я, когда писал сценарий, закончил писать сценарий, стал прорабатывать варианты актеров. Сразу у меня был один выбор, основной это Валентина. Я с ней связался, посмотрел, как она работает в интернете, ее ролики. И сразу нашли общий язык. Ну, она включилась в проект. Затем, когда она приехала на съемки, у нас тоже отношения и работа с ней была очень легкая. Отношения у нас хорошие. Поэтому сработались, и все очень как-то у нас легко и просто прошло. Насколько я знаю, что в ваших картинах, и «Пугало» в принципе не стало исключением, часто играют обычные люди. Расскажите, как вам работается с непрофессионалами, легко ли удается донести до людей, которые играют ту или иную роль, то, что вы от них ждете и хотите? С непрофессионалами работается даже лучше, чем с профессионалами, потому что это пластилин, из которого ты лепишь, что хочешь. Во-первых. Во-вторых, каждый человек, он уникален. Каждый человек, если ты удачно прорабатываешь каст, и если ты удачно выбираешь актеров под каждый персонаж, под каждый образ, то у тебя просто не будет никаких трудностей во время съемок, потому что непрофессиональный актер, он не играет, он живет в кадре. И вот этим интересная игра вот такого актера. Очень интересно наблюдать, как он может вот это сыграть, как он может это сказать, пройти, посмотреть и так далее. Поэтому очень интересно. А по актерам все, и в первом моем фильме играют актеры, это жители Амгинского района, мои знакомые, друзья, которые из фильма в фильм переходят, приходят новенькие, которые просятся, говорят, что мы тоже хотим сниматься. Поэтому у нас актерская база в Анге уже растет. Ну, согласитесь, это просто здорово. Еще два факта, которые, в принципе, очень сильно удивляют, если не сказать шокируют кинематографическое сообщество и критиков. Это то, что вы сняли фильм за рекордные 10 дней, это во-первых. И во-вторых, там бюджет был какой-то очень по киношным меркам смешной, минимальный, в районе, по-моему, 1,5 миллиона. Как вам удается снимать за такой короткий срок и за такие небольшие деньги? Во-первых, тут сложности в том в оборудовании. Мы привозим оборудование из Санкт-Петербурга, из Москвы, поэтому на какой-то ограниченный период привозим. Это все, конечно, стоит денег. Во-вторых, по специалистам у нас временами бывает так, что бывает ряд проектов, которые идут параллельно, поэтому мне приходится, например, улаживаться в определенные сроки, чтобы, к примеру, там оператор, постановщик или кто-то другой из съемочной команды, он успел сразу же, например, на следующий день уехать на другие съемки. Поэтому получается так, как мы успеваем. По бюджету «Пугало» мы сняли за 11 дней. По бюджету, конечно, там тоже бюджет был небольшой, 1,5 миллиона рублей. Из них 1 миллион это был грант фонда «Синет Тим», «Синет Сахавуд».
Это фонд, который был организован в 2019 году, и вот с 2019 года они нас а, поддерживают. Спасибо им. И вот так вот пытаемся улаживаться в минимальные суммы. Фильм «Пугало» выйдет в широкий прокат на якутском языке, но с титрами на русском. Нет ли опасения, что зрителю будет не совсем просто, может быть, воспринимать в таком виде этот фильм? Нет, опасений нету, потому что в те показы, которые уже прошли у нас в других городах, они доказывают то, что зритель все понимает, принимает, и история абсолютно понятна любому зрителю. Давайте поговорим немного о вас. Расскажите о фильмах, которые вас вдохновляют, и часто ли вам удается посмотреть кино. Если удается, то что вы смотрите? Стараюсь смотреть что-то уже разное, что-то уникальное. Я стараюсь искать необычное кино, например, там кино малых народов, например, Латинской Америки, либо какое-то африканское кино, либо какое-то азиатское кино, которое очень трудно найти. Ну, я, конечно, стараюсь работать в сфере авторского кино, поэтому мне в первую очередь интересует, что снимают в такой же сфере в разных странах. И желательно смотреть тоже не большие какие-то блокбастеры, а такие вот малобюджетные картины. А, ну, как-то интересно, как они справляются со своими проблемами, там, организационными, как они могут снять кино. Вот. А любимых режиссеров нет. А, как-то смотрю, конечно, хорошее кино, смотрю плохое кино, чтобы понимать, как не надо снимать. Поэтому специально иногда могу включить плохое кино и уже замечать, что вот уже какие-то ошибки. Ну, этим обучаюсь. Кино для меня это учитель. После триумфа фильма на Кинотавре перед вами, безусловно, открылись новые горизонты. Если не секрет, расскажите о творческих планах на ближайшее будущее, что ждать зрителю, и, может быть, уже известно, каким будет следующий ваш фильм. А, Я получил грант, второй грант фонда «Синет Соколут», и в январе у нас в Амге при минус 60 градусов прошли съемки фильма «Эдерсас». Мы сейчас закончили фильм, а сейчас будет монтаж, я как приеду к себе домой, а, будем монтировать, и да, в этом году, наверное, скорее всего, ближе к концу года выпустим фильм под названием «Эдерсас». Но вот после Московского кинофестиваля какую судьбу ждет фильм «Пугало»? Будет ли массовый российский прокат, и нет ли планов, может быть, в ближайшее зарубежье куда-то выйти? Продвижением и прокатом занимаются уже агенты. Это и прокатная компания, называется «Провзгляд», совместно с журналом «Искусство кино». Они организуют прокат. Фестивальным продвижением занимается, ну и продвижением на зарубежной площадке, на продаже тоже занимаются агенты Валерия Моторуева. Вот. Пока предварительно это по прокату в России это больше 85 городов, примерно 85-90, то есть, ну, примерно больше 80 городов, это больше 150 экранов по всей России, разные регионы. Поэтому вот якутское кино впервые вот выходит в таком широком формате, и очень интересно, как, конечно, прокат пройдет. Может быть, кто-то из наших телезрителей, посмотрев это интервью и вдохновившись вашим успехом, решит связать свою жизнь со съемкой, может быть, каких-то фильмов. Есть ли какие-то универсальные советы, с чего начинать, чего категорически делать нельзя, и какие шаги наиболее важные нужно предпринять в начале, может быть, кинокарьеры? Я стараюсь брать в команду тоже, если кто-то очень сильно хочет, я беру в съемочную команду молодых ребят, которые могут посмотреть, как проходит процесс съемочный, потом набраться опыта, сделать уже что-то свое. И да, вот такие ребята рядом со мной есть. Я стараюсь, конечно, с ними работать, им подсказывать, отвечать на их вопросы, если там как-то, да. Ну, конечно, самое простое — это начать снимать кино. Как это сделать? Это подходить к якутским режиссерам и проситься взять их ассистентом, ассистента какого-то там, ассистента.
для того, чтобы просто быть в съемочной площадке и посмотреть, вот, впитать в себя вот этот дух творчества коллективного и потом для себя определить, это вам будет под силу, не под силу дальше. Скажите, а нет ли у вас в планах какого-то совместного сотрудничества с всероссийскими кинопроизводителями, с крупными кинокомпаниями? Не поступало ли к вам каких-то предложений или не выходили ли вы со своей инициативой что-то снять совместно? А вот, ну, вот в рамках проката фильма «Пугало» я был в городе Калининград, я там встречался с министром культуры области, и мы договорились о том, что у нас будет совместный проект. Я им предложил совместную работу, они согласились, и сейчас, ну, конечно, пока это просто первичные переговоры прошли, сейчас мы будем уже общаться более так вот плотно и с пониманием того, что будет это проект, какой именно, зачем он нужен, как мы его будем делать. Так что вот такая совместная работа у нас впереди уже запланирована. Скажите, Дмитрий, все равно в любом случае вы региональное кино, представленное у нас в России, знаете. На ваш взгляд, на каком уровне оно находится и какие-то регионы, может быть, вы отметили бы, ну, естественно, кроме родной Якутии? Ну, конечно, хвалиться не будем, но с учетом того, что сейчас пытаюсь делать в других регионах, конечно, Якутия стоит на первом месте. Мы самое профессиональное сообщество в России, региональное. Мы делаем все, конечно, на порядок выше, лучше, чем делается это в других регионах. Я сейчас не говорю про большие студии, там, московские, санкт-петербургские, я вот имею в виду остальные регионы. Поэтому, конечно, сейчас все внимание на нас. Все понимают то, что мы сейчас идем вперед, развиваемся очень сильно, и у нас уже есть какой-то уже определенный опыт. И очень хороший опыт. Дмитрий, я благодарю вас за эту интересную беседу. И от лица жителей всей республики желаю вам дальнейших творческих успехов. Будем ждать новых фильмов с огромным нетерпением. Всего доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». У нас в гостях был режиссер фильма «Пугало» Дмитрий Давыдов. Берегите себя и своих близких, обязательно носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и не забывайте дезинфицировать руки. До встречи в эфире.